Господин президент, я, Албакиров Нурмухамед Максимулы, обращаюсь к вам как к гаранту моих конституционных прав и только потому, что до настоящего времени никто из должностных лиц, уполномоченных государственных органов не решил вопрос так называемой правовой коллизии, из-за которой я и мои сослуживцы в количестве всего около 100 человек по республике в возрасте от 50 до 60 лет выброшены на улицу без пенсии. Это офицеры, ранее проходившие службу в оперативных подразделениях и органах дознания бывшего таможенного комитета Республики Казахстан и переведенные в службу экономических расследований вследствие реорганизации правоохранительной системы республики 2012-2014 годов. Вероятнее всего, из-за незнания специфики службы сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, бывшими руководителями Таможенного комитета и Комитета государственных доходов Министерства финансов не урегулирован вопрос нашего социального обеспечения. Господин президент, за 4 года существования службы экономических расследований ответственные работники Министерства финансов, вместо того, чтобы инициировать решение сложившейся по их же вине коллизии, провели только ретроспективный анализ деятельности таможенных органов, формально провели работу межведомственной комиссии и в результате пришли к выводу, что нецелесообразно включение периода службы в таможенных органах при назначении пенсионных выплат за выслугу лет нам, бывшим сотрудникам таможенных органов, переведенных в службу экономических расследований и уволенных оттуда по предельному возрасту. Свой вывод сотрудники министерства сделали так, как будто разговор идет не о людях, которые честно служили интересам государства, а о предметах материального мира. Господин президент, из своих 50 прожитых лет, более 30 из них я честно служил своему государству. В соответствии с действующим на момент службы нормативно-правовыми актами мне и моим сослуживцам гарантировали весь пакет социального обеспечения сотрудников правоохранительных органов республики. Но по чьей-то вине из руководства министерств не узаконили, не довели до логического завершения наш социальный вопрос. Но это же не наша вина. А теперь, когда настало время достижения предельного возраста, нас просто выбросили на улицу. Господин президент, в оперативных подразделениях таможенных органов на должностях оперативного состава мы выполняли конкретные задачи, поставленные перед таможенными органами в части обеспечения экономической безопасности, при этом соблюдая законность и понимая всю ответственность перед государством и обществом. В наши задачи входило проведение оперативно-розыскных мероприятий, бесперебойное обеспечение службы оперативно-дежурных частей и процессуальные действия в отношении лиц, нарушивших уголовное и административное законодательство. В соответствии с действующим законом Республики Казахстан о правоохранительной службе мы являлись его субъектом, и на нас в полной мере распространялось действие закона, в том числе и социальные гарантии. А сейчас, после увольнения, мы не можем объяснить близким нам людям, за что нас уволили. Мне из 30 лет службы в строевых подразделениях кадровики Министерства финансов насчитали только 11,5 лет стажа службы. Это в армии, МВД, служба экономических расследований, не беря в зачет почти 19 лет службы в оперативных подразделениях таможенного комитета. В итоге, кроме мизера в ЕМПФ, который я, возможно, получил только через 12 лет, в настоящее время я не имею средств на существование, а имею подорванное за время службы здоровье и банковские кредиты. Господин президент, проходя службу, я добровольно выполнял все взятые на себя обязательства и ограничения, в надежде, что к концу службы выйду на пенсию со статусом пенсионера правоохранительных органов. А своими действиями должностные лица Министерства финансов посеяли сомнения в душах людей, при этом дискредитируя и создавая негативное мнение о несправедливом отношении органов власти республики к соблюдению прав своих граждан. На основании изложенного, в целях восстановления моих нарушенных конституционных прав, прошу вашего личного вмешательства в решении озвученной мною проблемы.